Новую ферму на 50 голов открыли в Усть-Куломском районе, причем в деревне, в которой живет всего около сотни человек. Между тем в Сыктывдине развивается индюшиная ферма. К слову, яйца для хозяйства привозят в Коми напрямую из Франции и Чехии. О том, что наполняла районные газеты на этой неделе, Виктория Денисова. Во Владимирской области осудили человека, который украл форвардер. По словам следователей, пару лет назад он обнаружил машину в районе поселка Заозерный. Кабина была открыта, ключи зажигания в замке. Мужчина решил похитить технику, перевез ее в город Петушки Владимирской области, где продал за 1 миллион рублей, за что и поплатился условным сроком 3 года. Проигравших не было, только победители. Жители поселка Синегорье посоревновались в необычном виде спорта. Поиграли в хоккей на валенках. Такая вот зимняя забава прошла впервые. Ради нее в населенный пункт приехали и из Усть-Цильмы, и из Трусова. Сами же участники надеются, что это станет доброй традицией. В разгар морозов в деревне Сергеево-Щелье открыли новую животноводческую ферму на 50 голов. В населенном пункте живет всего 200 человек, а потому для местных это большое событие. Глядишь, теперь и экономика в гору пойдет, а вместе с ней и качество жизни улучшится. Никакая господдержка не поможет, если у человека нет желания работать. А такие вот труженики, как глава крестьянско-фермерского хозяйства, их энтузиазм, привязанность к родной земле и самоотверженный труд дают возможность открывать новые фермы, которые гарантируют новые рабочие места и снабжение населения качественной, экологически чистой продукцией. Накануне Нового года в Кайгородке открыли автопавильон. Местные жители ждали этого с нетерпением. Вот только результат оценили весьма критично. Поначалу не верили, после посыпались вопросы. Мол, почему некуда сумки ставить, нужна камера хранения, почему кресла железные и так далее. Да, вопросов много, но ведь сделано главное. Здание отремонтировали, чтобы люди ожидали свои рейсы в тепле. Осталось решить организационные вопросы. В терапевтическом отделении Центральной больницы Усть-Куломского района отсутствует лифт. Пациентов приходится на носилках поднимать и спускать по лестницам, а те, в свою очередь, настолько узкие, что больных по пути порой даже роняют. Беда еще в том, что санитаров в терапии нет. Приходится за деньги нанимать тех, кто согласится переносить людей с этажа на этаж. Когда строили здание терапевтического отделения ЦРБ, лифт в нем не предусмотрели вообще. Теперь его постройка может быть очень дорогостоящей. Однако в планах строительства нового здания поликлиники в Усть-Куломе. Для этого проекта необходимо попасть в федеральную программу. Этот вопрос находится в разработке. В новом здании терапия расположится на 1-м этаже. Никакая машина ведь не свалилась в реку и никто не погиб. Как только что-то случится, сразу все исправим. Именно такой ответ услышал житель Ударского района на мольбы о ремонте опасного участка дороги вблизи деревни Мелентьево. Установлены только вешки, да и те толщиной с палец. Но разве это остановит машину в случае ЧП? Между тем, собьешься с пути, а там 5-метровый обрыв и следом глубокая река. У нас всегда так. Если что-то случается, сразу находятся и деньги, и возможности. Неужели, чтобы отремонтировать смертельно опасный участок дороги, нужна смерть человека? По этой дороге ездит и автобус по маршруту Кослан-Пысса. Иногда возят детей, больных, продукты, да еще мусор. Это единственная дорога, связывающая нас с внешним миром. В Прилузье тем временем водят хороводы. Нет, речь идет не о новогодних развлечениях. Местная молодежь поучаствовала в конкурсе, где выступила с проектом «Хороводом дружбы по терроризму». Участвуют они уже 4-й раз, причем круг все время расширяется. К нему активно подключаются дети и работающая молодежь. А в Сыктывдине, между тем, открыли индюшиную ферму. Причем яйца для хозяйства закупают во Франции и Чехии. Сегодня в нем насчитывают более 300 особей. Для старта собственного дела Александр Канев поучаствовал в конкурсе проектов. Мужчина выиграл грант 3 миллиона рублей. Сейчас на прилавках много ненатуральных продуктов, а для поддержания иммунитета, особенно в современных реалиях, нужны как полезные, экологически чистые, диетические продукты, каковым и является индюшатина. Ну а на этом рубрика подходит к концу. Это был обзор районной прессы. Следите за новостями не только в сети, читайте периодику. Там тоже много всего интересного.